В начальных классах школ начнут изучать программирование. Как оценивают такое нововведение эксперты? Для пациентов бесплатно. Частным клиникам расширили возможность лечить за счет госсубсидий. Что такое социальное предпринимательство и с какими трудностями сталкиваются якутские предприниматели? Сюжет наших корреспондентов. В эфире новости, в студии Анастасия Кобузева. Здравствуйте. Проблему перегруза при автоперевозках зерна можно решить, увеличив объемы транспортировки по железной дороге. Такое мнение высказал министр транспорта России Евгений Дитрих на заседании Комитета Госдумы по транспорту и строительству. Ранее о проблемах с выгрузкой зерна в южных портах заявили в РЖД. В частности, трудности стали одним из факторов снижения на 8,5% погрузки зерна в январе. Кроме того, о неприемлемых условиях работы для автоперевозчиков сообщала Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс». Основная проблема связана с тем, что трейдеры вынуждают транспортные компании перевозить зерно с перегрузом в 2-3 раза, чтобы сэкономить на транспортных издержках. Автоперевозчики идут на эти нарушения, боясь потерять контракты и остаться без доходов. А Министерство сельского хозяйства планирует внести готовую молочную продукцию в систему электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» поэтапно до конца текущего года. Ранее сообщалось, что Россельхознадзор предоставил ведомству соответствующее предложение. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт говорил, что свободное и неконтролируемое перемещение молочной продукции в рамках Евразийского экономического союза, а также высокий уровень молочного фальсификата на отечественном рынке создает неблагоприятные условия для развития молочной отрасли страны. Ситуацию усугубляет также отсутствие четкой системы контроля и невозможность проследовать путь молочной продукции от поля до прилавка. Минпросвещение организует исследование о влиянии цифровых технологий на человека. Об этом сообщила министр просвещения страны Ольга Васильева. Исследование в ближайшее время проведут специалисты Института возрастной физиологии Российской академии образования. Министр отметила, что оценки экспертов о влиянии цифровых технологий заметно расходятся. По ее словам, одни полны оптимизма в ожидании реализации в ближайшем будущем самых амбициозных надежд, а другие обращают внимание на негативные последствия, связанные с цифровизацией. Стоит отметить, что масштабные исследования по данной теме ранее не проводились как в России, так и в мире. В начальных классах школ начнут изучать программирование. Об этом сообщает Министерство просвещения России. Искусству создания компьютерных программ будут обучать в рамках уроков математики. В ведомстве полагают, что благодаря этому школьники смогут соответствовать требованиям современного технологического процесса. Компьютер также потребуется учащимся для других предметов, например, для набора текста или поиска информации в интернете. Сейчас же компьютеры используются лишь после 5 класса в рамках курса информатики. Если судебный пристав найдет ребенка, которого забрал и незаконно удерживал у себя родственник, и сразу не сможет передать его опекуну, он сможет передать его органам опеки. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по вопросам семьи и детей рекомендовал к принятию в первом чтении. Сегодня механизм возврата несовершенен. В случае, если один из родителей после развода отказывается передавать ребенка другому родителю, с которым тот должен проживать по решению суда, то ни приставы, ни опека ничего сделать не могут. У приставов нет основания забрать ребенка, как и у органов опеки. В результате родитель продолжает скрываться годами вместе с ребенком, а решение суда не исполняется. Авторы проекта полагают, что инициатива устранит этот правовой пробел. Что такое социальное предпринимательство и какая от него польза? Желающих заниматься этим относительно новым видом бизнеса в Якутии становится все больше. Но и подводных камней в этом деле немало. С какими сложностями сегодня сталкиваются якутские предприниматели, узнавала Ульяна Шагина. Утро предпринимателя Алексея Яковлева начинается с развозки пациентов-диализников. Диспетчер принимает заказ, потом водители приезжают на адрес, где с помощью носилок загружают больного в машину и увозят в больницу. Рабочий час у нас начинается с 7 утра. С января месяца мы начали работать с диализными больными. Первую смену в 7 утра начинаем доставлять как раз в диализные центры. Далее уже по больницам. Выписка из больницы и так далее.
Ольга Борщевская сегодня привезла свою 80-летнюю бабушку на рентген. У нее перелом таза. О том, что есть специальное такси, которое перевозит лежачих больных, подсказали в станции скорой помощи. Говорит, очень удобно, пользуются часто. Ездят не только по больницам, но и смогли добраться к родственникам, чтобы бабушка встретила Новый год в кругу семьи. Сегодня мы сделали рентген, УЗИ сделали, все хорошо. И без такси мы бы не смогли. Ребята очень такие отзывчивые, молодцы, всегда подождут, всегда помогут, оденут, что надо. Нету такого, чтобы они торопились там или подгоняли. Предоставлением специализированного такси Алексей занимается с 2016 года. В службе 2 машины – носильщики и диспетчер, который принимает заказы. В день приходится возить до 10 человек. Работа тяжелая, признается он, но нужная. Конкурентов нет. Кроме диализников возят и лежачих больных. У нас носилки-каталка, которая спускается, и, соответственно, совок носилки. Вот. Обязательно крепится на ремни безопасности. Это для перевозки лежачих больных специально. А для сидячих у нас есть вот специальное кресло-каталка. Сегодня в Якутии социальным бизнесом занимаются более 1000 человек. С 2015 года для них работает государственная поддержка в виде субсидий. За 3 года ею воспользовались более 56 субъектов малого и среднего предпринимательства. Финансовая поддержка в виде субсидий, микрозаймов, поручительств, так и имущественная поддержка, образовательная и консультационная. Предпринимателей в сфере социального бизнеса становится больше. И это радует. Ведь помимо их основной задачи – помощи нуждающимся, они формируют новый позитивный образ предпринимателя. Ульяна Шагина, Джулус Иннокентьев, Якутск. Частные клиники могут теперь оказывать сложные виды помощи, не входящие в программу обязательного медицинского страхования. Для пациентов такое лечение будет бесплатным. Медучреждение субсидирует из резерва, созданного для этих целей в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Правила финансирования уже утвердило правительство. Погружение медицины высоких технологий в систему ОМС началось в 2014 году. Это позволило расширить спектр медучреждений, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, в том числе привлечь частные клиники. Например, появилась возможность активнее задействовать дорогое диагностическое и лечебное оборудование, которое в частных медучреждениях было, а в государственных нет. Тем временем клиника медицинского института Северо-Восточного федерального университета переехала в новое здание и в ближайшее время начнет обслуживать не только студентов. Важно отметить, что процесс перехода поэтапно и по плану закончится он к 21 февраля этого года. Подробнее расскажет Ольга Башук. Клиника оснащена новейшим оборудованием. Имеется лаборатория остеропороза. Также работают множество специалистов узкой направленности, такие как сомнолог и эпилептолог. Так клиника имеет все возможности осуществлять качественное обслуживание по полису обязательного медицинского страхования. Специалисты у нас укомплектованы, все специалисты, большинство из них преподаватели клиники ЗВФУ. Большинство это из мединститута, имеют ученую степень, профессора. Прием также для населения принимается платно. Есть консультативные приемы, в которых профессора, кандидаты наук принимают пациентов. Да? Также по ОМС принимают студентов. В данное время у нас по прикреплению существует 3 участка терапевтических. Сейчас за клиникой закреплены почти 7000 студентов и более 11 тысяч пользуются бесплатным стоматологическим лечением. Саина – одна из них. Будущему ресторатору в клинике нравится сервис и удобное расположение. 5 минут пешком до общежития. Очень рада, что, во-первых, очень близко, можно все успеть, все дела. Здесь очень чисто, опрятно, аккуратно, светло. Если даже болеешь, очень приятно сюда приходить. Помимо консультаций врачей и сдачи анализов, каждый день в клинике проводят лекции для студентов-медиков. Будущие стоматологи, студенты 5-го курса, прослушали лекцию по фармакологии. Это постоянный процесс учебный, ежедневный процесс с утра до вечера. То есть приходят разные специальности и разные курсы. Да? По клинической фармакологии у нас идет цикл у стоматологов. Еще в 2003 году был организован Центр семейной медицины, а именно клиника медицинского института ЯГУ. За 16 лет она не раз переезжала и меняла название. А в этом году клиника переехала в новое здание. Увеличились не только площадь, но и количество врачей и, конечно же, пациентов. Ольга Башук, Джулус Иннокентьев, Якутск.
Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий не только в республике, но и за ее пределами. Оставайтесь с нами.